Мендит Кюнтаюрмет. Сегодня в рамках рубрики «Хальмк Мама» я бы хотела рассказать вам о том, как мы с дочкой учим названия животных, играя на родном языке. Моей дочке скоро исполнится годик. И это возраст, когда у малышей формируется база для запуска речи. То есть это закладываются основы фонетики, артикуляции, произношения будущей речи, будущего говорения. Ну и, конечно, при этом еще и развивается аудирование. Поэтому мое видео в первую очередь адресовано для мам таких малышариков, год-полтора. Но, конечно, будет полезно и для детей постарше. Ну и для взрослых, конечно, тоже будет полезно. В тексте под этим видео вы найдете небольшой словарь, там диких животных, домашних животных на русском, калмыцком языке. Объяснять я буду на русском языке, чтобы было более понятно, да, для тех, кто еще не очень хорошо владеет родным языком. И также в конце видео я бы хотела проговорить там несколько пунктов, касающихся именно по говорению на родном языке, по изучению. Итак, переходим. Допустим, вот у нас в руках такая книжка. Мы садимся с дочкой, я говорю: доча, халя, эна хэн, эна хэн яхчемельна, ма гичемельна, халя. Хэн, мя, или пе, ну кому как нравится, да? Хэн и гджмельна, мя. И так вот несколько раз. Если ребенок большой, уже умеет разговаривать, вы у него спрашиваете: хэн яхчемельна, хэн яхчемельна. Тут очень важно, конечно, чтобы ребенок видел ваши губы. Логопеды даже советуют губы красить красным цветом, чтобы ребенок обращал внимание на губы и следил за вашей артикуляцией, как вы произносите звуки, как вы произносите согласные. В калмыцком языке это особенно важно, так как у нас очень много согласных и сочетаний с согласными. И ребенку очень важно наблюдать за тем, как ведут себя губы в это время, как они двигаются. Тут же при чтении книжки можно задействовать и ассоциативное мышление. Можно по ассоциации вспомнить песню, да? Чи ямаран ту меднач мисин тускар. Эджин хаша дотыр. Эджин хаша дотыр мисин китчиг бәна. Эджин хаша дотыр мисин китчиг бәна. Мяу, 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 мисин китчиг мәлна. Мяу, 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 мисин китчик мяльна. Эта песня хороша тем, что ее можно развивать, нанизывать как на нитку, такие бусины, куплеты на каждое животное. Под видео в тексте мы тоже дадим там несколько куплетов, но вы можете сами потом дальше развивать эту тему, добавлять куплеты, кто как там говорит. Еще для примера и для правильного произношения, да, просмотрим эту книжку. Хара, это така, ко, гинна, ко, така мадында югна, өндгнегна. Айны юмбит, энна галун яхчикинна, га. Энна үкір, му, үкір мөрна. Даже в этом возрасте уже можно задавать вопросы. Допустим, если вы знаете, что малыш усвоил галун, үкір, открываете книжку и говорите: точа, нанда галун үзүлчка, га, галун үзүлчка, га. Допустим, малыш указывает на корову, да, вы говорите: бише, чинанды үкір үзүлжанач, ананды галун үзүлхі керекта. И направляете, допустим, если все-таки затрудняется в течение долгого времени, направляете пальчиком, да, энна галун, га. Таким образом, когда мы задаем вопрос и даем команду, да, үзүлчка нанды, задействуем уже глаголы, то есть покажи мне, покажи.
И ребенок помимо названия животных уже запоминает глагол. А мы знаем, что глагол в любом языке – это основа языка. Чем больше глаголов знает человек, тем быстрее он овладеет этим языком, быстрее начнет говорить. Там. Оинхэн, энхаха, хрю-хрю-хрю, хрю-хрю-хрю. Ну, я думаю, с книжками, с картинками все понятно, поэтому давайте перейдем ко второму способу игры. Эту игру я очень радовалась, когда увидела у Валентины Паевской в видео. Это нейропсихолог. Я ее очень прям люблю, смотрю видео с ней. Вот. У нее на ютубе есть свой канал, проект «Узнай, как лучше для ребенка». И там видео игры для детей с 6 месяцев до года, там 1,5 лет, она рассказывает как раз-таки о такой игре, когда задействуются фигурки животных. Начинать всегда нужно с 2, либо вообще с 1 фигурки. То есть берем самые распространенные животные, которых мы видим каждый день, там на прогулке дома, это ноха, мисхойер. Здесь опять-таки помимо названия животных мы учим ребенка удерживать внимание и выполнять команды, как сказать, выполнять просьбу. То есть и учим тоже глаголы. Допустим, вот ребенок усвоил «эна ноха». Ноха там гав-гав, гичхуцна. «Эна мис», там мис мяу-мяу, гичмяльна. Затем притягивайте ему ладошку, альхан, альханегнет, и говорите «чинанд ноха эгич буин болтха». То есть дай мне, пожалуйста, собачку. «Чинанд ноха эгич буин болтха». И ребенок начинает зависать. В первый раз это может занять и 5 минут, и 10 минут, то есть пока он там ворон посчитает, может отвлечься, вы потихоньку направляете его, опять напоминаете «Чинанда ноха экич буен болтха». И вот, когда он наконец отреагировал, допустим, он дает кошку, мисекне, говорите «Бише, уга, чинанда мисек чанеч, эна ноха бише, нанда ноха керкте, нанда мис керго». Допустим, прошло еще некоторое время, все, сообразил, запомнил, эна ноха дает вам, вы берете и говорите «Ханджанав, бальджанав, чика, сэн, ерсэн». Не скупитесь на эмоции, особенно вот именно в похвале, когда вы хвалите ребенка, когда он достиг результата, достиг успеха, похвалите его. Сэн, ерсэн, айта гидгар кеч-кюч, атта гидгар кеч-кюч. И чем более эмоционально, весело вы это произнесете, тем больше удовольствия ребенку от этого. Он быстрее запомнит, что вот эна ноха, есть вот. И постепенно добавляете животных, там, допустим, раха, аю. Вначале, конечно, вы проговариваете с ним эна раха, хрю-хрю. Он может дать ему время поиграться, освоить эту игрушку, присмотреться к ней. То есть не торопите события. Там, и постепенно там можно до 10 или до 15. 15, наверное, слишком много. В общем, смотрите по ребенку. Кому-то эта игра заходит, кому-то не сразу. Но это отличная игра на усвоение как названий животных, так и глаголов. Эго. Также на слова, керго. Мне не нужно. Керекте нужно. Буин болтха, пожалуйста. Ханджанав, спасибо.